В последние годы среди мусульман идут жаркие споры по поводу проведения меджлисов на 3-й, 7-й и 40-й день после смерти покойного. Противники этой традиции говорят, что подобных норм нет ни в Коране, ни в Сунне пророка Мухаммеда, мир ему, а значит, проведение подобных собраний запрещено. В то же время в Коране и Сунне нет ясных доказательств того, что подобные меджлисы запрещены. Более того, при внимательном анализе неотъемлемых атрибутов меджлисов на 3-й, 7-й и 40-й дни после смерти мусульманина мы увидим, что среди них есть деяния не только желательные, но и обязательные для каждого мусульманина. Встречи родственников. Обычно на этих меджлисах присутствуют родные покойного, в том числе те, которые живут в отдаленных регионах. Такая встреча – это возможность укрепить родственные связи, что является обязанностью каждого мусульманина. В Коране, в суре «Женщины» об этом сказано: «Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные отношения. Воистину, Аллах наблюдает за вами». Салям. В своде хадисов от Муслима приводится такое высказывание пророка Мухаммеда, мир ему: «Распространяйте салям между собой». Неотъемлемый атрибут встречи мусульман – это приветствие. Как известно, тот, кто приветствует первым, выполняет сунну, а тот, кто отвечает, выполняет фарз – обязательное деяние. Коран по этому поводу повелевает: когда вас приветствуют, вы тоже ответствуйте лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах ведет счет всему сущему. Соболезнования. В хадисе пророка Мухаммеда, мир ему, сказано: «Кто выразит соболезнование тому, кого постигла беда, тому засчитается такое же вознаграждение, подобное тому, будто он сам прошел через тяжкое испытание». Таким образом, сопереживание собрату по вере – это сунна, предписанная нам самим пророком, мир ему. Вагаз. Имам, проводящий меджлис, должен произнести проповедь и выступить с каким-либо наставлением. Не секрет, что в наши дни лишь небольшой процент мусульман полностью соблюдают религиозные предписания. Подавляющее большинство так называемых этнических мусульман обращаются к исламу эпизодически и обладают низким уровнем знаний о своей религии. Для них такие меджлисы являются ценным источником информации об исламе, местом, где они могут услышать слово Всевышнего Аллаха. Чтение Корана. Следующий неотъемлемый атрибут меджлиса. Это действие является сунной. В сборнике имама Муслима приводится хадис: «Читайте Коран, ведь в судный день он будет заступником для тех, кто его читал». Молитва дуа. Аллах в Коране сказал: «Ваш Господь повелел: взывайте ко мне, и я удовлетворю вашу мольбу». В зависимости от ситуации эта мольба может быть желательной, если человек просит о чем-либо хорошем, добровольной, если он просит о чем-либо разрешенном, или обязательной, если он просит о чем-либо обязательном. Раздача милостыни. Это важный элемент социального взаимодействия, о котором неоднократно говорил пророк Мухаммад, мир ему. Материальная поддержка нуждающихся, пусть и в небольшом размере, предписана мусульманину в качестве источника вознаграждения в этой и следующей жизнях. В хадисе сказано: «Уберегите себя от огня, даже пожертвовав бороздкой на косточке финика». Угощение гостей. Это действие также является сунной. Один из хадисов нам сообщает: «О люди, приветствуйте друг друга миром, кормите и угощайте, молитесь ночью, когда другие спят, и вы благополучно войдете в рай». Совместная трапеза родственников и единоверцев – это способ укрепления родственных отношений и источник саваба. Помните, что подобные меджлисы помогли нашим предкам сохранить свою религию на протяжении 70 лет в условиях атеистического государства. Также и сегодня меджлисы на 3-й, 7-й и 40-й дни после смерти мусульманина – это не только возможность отдать дань памяти усопшему, но и важный инструмент сплочения уммы в условиях разобщенного современного общества.